Сотни миллионов лет назад, когда на Земле существовало всего два континента – Гондвана и Лавразия, национальный парк Алтын-Емель был частью Древнего океана. Вы только представьте себе, места, где я путешествую, находились под толщей воды. И у этой территории тайны есть своя эмблема. Я попытаюсь разгадать этот тайный знак. Действительно, национальный парк Алтын-Емель по сути является ископаемым парком юрского периода. Эта земля помнит эпоху, когда не было еще ни реки Или, ни величественных Тяньшанских гор. Здесь кругом катил свои воды гигантский океан. И вся та неведомая нам эпоха, как в зеркале, отразилась в срезах меловых гор Актау. Эти горы являются всемирно известным палеонтологическим месторождением и хранят всю историю развития жизни на Земле. Здесь сохранились останки носорогов, крокодилов, черепах, возраст которых оценивается в 25-30 миллионов лет. И если нулевой меридиан проходит через лондонский Гринвич-парк, то другой метафизический географический пуп Земли располагается именно здесь, в Алтын-Емеле. Здесь же, кстати, проходит и условная граница между Востоком и Западом. Семиреченский регион, особенно долина реки Или, всегда была центром культуры, своеобразной культуры. Здесь находились рядом и городская культура, и кочевая культура. Мы имеем богатый симбиоз, в котором местные элементы, они соединились гармонично с пришлыми элементами. Например, южноазиатские буддийские культуры или ближневосточные христианские, манихейские и мусульманские. Очень интересный момент был в 751 году, когда решалась судьба, кто будет влиять на этот регион. Столкнулись интересы китайской армии, Танского Китая и молодой, новой мусульманской державы под руководством Абу Муслима. И в этом сражении силы были равные. И все решила армия местного тюркского владетеля, который стал на сторону мусульман, и арабы победили. С тех пор, в течение долгого периода, почти до 18-19 века, здесь доминировала мусульманская культура.